Приветствую, друзья! Безусловно, самая главная новость сегодня – это, конечно, террористическая атака на Крымский мост, которая была совершена сегодня с утра. Кадры взрывов на Крымском мосту есть у меня в телеграм-канале, здесь на ютубе публиковать это нельзя, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь. С учетом характера разрушений можно отметить, что одна магистраль Крымского моста повреждена и будет введена в эксплуатацию не раньше, чем через месяц-два. А вот железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют возобновить сегодня уже к 8 вечера, потому что, несмотря на то, что там горело несколько цистерн, железнодорожное полотно не пострадало и по факту уже готово принимать следующие поезда. Единственное, что повреждено на железнодорожном участке Крымского моста, так это кабели связи и кабели видеонаблюдения, которые там шли по тому участку, где горела цистерна. Единственное, что не укладывается абсолютно в голову, так это то, что фуры без какого-либо рентген-досмотра могли попадать на Крымский мост. Как оказалось, не каждую фуру просвечивают через рентген, через специальный детектор различных взрывчатых веществ. Оказывается, просто визуальный досмотр для некоторых фур был собственно, в приоритете. И мы видим, что вот такой визуальный досмотр привел к тому, что фуру, которая была битком набита различными удобрениями, которые, естественно, взрываются не хуже тротила, ее просто пропустили банально прямо на Крымский мост. Вызывает также удивление то, что в принципе такую тактику нужно было ожидать в отношении конкретно Крымского моста, потому что в Сирии террористы ИГИЛ точно так же действовали, начиняли различными удобрениями машины, грузовики, сажали туда террориста-смертника, и он ехал на дело. И в принципе могли бы уже извлечь какие-то уроки хотя бы из сирийского опыта, но тем не менее мы видим, что фуры без какого-либо досмотра просто попадали на Крымский мост. Именно такая преступная халатность привела к тому, что сегодня мы наблюдаем, что по сути два пролета проезжей части Крымского моста обрушены. Несмотря на то, что в принципе уже говорят, что по оставшемуся пролету возобновят движение уже в принципе сегодня, но тем не менее от этого собственно не легче, потому что мы видим, что очень халатно подходят к вопросам безопасности те люди, которые должны за них отвечать. Также стоит добавить очень важный момент. Без кураторов с западных стран, конечно, это все не произошло бы, потому что, как известно, украинская разведка, украинские различные спецслужбы, они не могут действовать без привлечения или без информирования своих кураторов, потому что сейчас в вооруженных силах Украины платят зарплату с Пентагона, и, понятное дело, если вдруг начинают что-то чудить местные условно спецслужбы у Зеленского, то тогда просто банально прикручивают крайних финансирования, и тогда режим Зеленского через месяц, через два просто коллапсирует и загнется. Поэтому здесь уже можно четко отметить, что эта атака была явно согласована с западными странами, и скорее всего западные специалисты с различных разведок также принимали в этом участие. По этому поводу различные мелкие колонии, которые записаны в страны НАТО, уже шлют различные официальные, чуть ли не поздравления украинским спецслужбам. Данные события очень хорошо ложатся в концепцию того, что западные страны, а именно Соединенные Штаты Америки и Британия, планируют использовать на территории Украины тактическое ядерное оружие под Днепропетровском и под Одессой. Подобная террористическая атака – это просто шикарное прикрытие для того, чтобы именно со стороны натовских стран было использовано ядерное оружие, и, конечно, во всем этом обвинят Российскую Федерацию. В Пентагоне прекрасно понимают, что как только настанут холода, наступление союзных сил будет неизбежным, и противопоставить этому наступлению банально нечего. А с учетом того, что наступление предполагает опять же продвижение к таким городам, как Днепропетровск, Одесса и так далее, то они по факту перейдут под контроль союзных сил. И Соединенные Штаты Америки именно поэтому сейчас просто угрожают и шантажируют Россию в отношении того, что если вдруг они пойдут в атаку, то фактически эти ядерные заряды будут взорваны. Ну а тем временем мы видим фундаментальные изменения в российском генштабе и Минобороны, потому что вот уже Сергея Суровкина назначили руководить спецоперацией в российских войск в Украине. И это говорит о том, что по факту, с учетом боевых действий, с учетом реальных просчетов Министерства обороны и Генштаба, тут делаются кадровые выводы, кадровые перестановки, и таким образом приходят к управлению те люди, которые уже являются гораздо более компетентными
компетентными, нежели те, которые до этого занимали эти должности. Но тем временем, пока идет процесс очищения российской армии от различных некомпетентных руководителей, то, конечно, идет в это время наступление натовских войск. И вот на Херсонском направлении тоже натовские войска пытались продвинуться, но мы видим, что тем не менее союзные силы сумели стабилизировать линию фронта, и там атаки ни к чему не приводят. Также в социальных сетях приходит масса информации о концентрации натовских войск на запорожском направлении, ударом на Энергодар или куда-нибудь в эту сторону. И, конечно, для режима Зеленского и прочих западных стран сейчас крайне важно вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией. И, скорее всего, основной удар будет направлен именно туда, потому что в течение вот этих 2-3 недель есть еще окно возможности у Пентагона все-таки сходить в атаку. Для этого западные страны перебросили на территорию Украины различные свои самые современные системы вооружений. Вот такой один из самых продвинутых БТРов. Но тем не менее, если брать на поле боя, то все вот эти вот красивые натовские БТРы выглядят сейчас примерно вот так. Также мы видим, что в российской армии сейчас полным ходом идет обучение экипажей, например, на новые танки «Армата». И вот уже на полигоне мы видим, что мобилизированные войска уже проходят обучение также и на этих танках. Несмотря на то, что танк «Армата» запустили в серийное производство относительно недавно, буквально в прошлом году, и на момент начала 2022 года в российской армии было около 20 танков «Армата», тем не менее с вероятностью в 300%, что количество выпускаемых танков сейчас будут увеличивать в очень серьезных пропорциях. И, конечно, эти танки очень скоро мы увидим на поле боя, как только нужное количество экипажей доведут по уровню профессионализма до нормальных стандартов. Напоминаю, что сейчас в поле боевых действий приходит очень много различных видео, и все это здесь на YouTube публиковать я не могу, потому что тут есть масса ограничений, а вот в телеграм-канале их нет. Именно поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Также напоминаю, что мой телеграм-канал выглядит вот так, потому что сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а тем временем мы видим также, что продолжаются удары по подстанциям, которые находятся рядом возле Запорожской атомной электростанции, для того, чтобы с Запорожской атомной электростанции не допустить передачу электроэнергии в направлении Крыма, там Херсона, Мариуполя и так далее. И такая тактика обусловлена тем, чтобы у Запорожской атомной электростанции только осталась одна линия, куда можно отдавать электроэнергию, так это на подконтрольную Зеленскому и натовским войскам территорию. Потому что сейчас мы видим, что практически отключили Запорожскую атомную электростанцию от украинских энергосетей, но тем не менее там процесс еще кое-какой происходит, потому что объективно не хочется, я так полагаю, российской стороне полностью замораживать объект, потому что планируют его использовать. Тем не менее, с учетом таких ударов, скорее всего, в ближайшее время всю работу на Запорожской атомной электростанции просто заморозят, ее законсервируют, и, скорее всего, до момента отбрасывания украинских и натовских войск за 50-70 километров от Запорожской атомной электростанции, только вот после этого всего она сможет заработать полноценно именно как атомная электростанция в штатном режиме. А тем временем на фоне зрады, которую разгонял Илон Маск, мы уже видим, что, оказывается, натовские войска в Украине сейчас уже начинают испытывать определенные трудности с именно коммуникацией и связью, потому что мы видим, что системы Starlink, оказывается, вдруг начали глючить на линии фронта. А как известно, сейчас натовские войска, у них связь налажена именно через терминалы Starlink Илона Маска. И мы сейчас видим, что, по сути, такая негативная реакция на заявление Илона Маска, который озвучил, опять же, мнение части американских элит, вот такая негодующая реакция, она вызвала уже то, что по факту мы видим отразилось на поле боя, и уже есть проблемы со связью у натовских войск. Скорее всего, мы наблюдаем, что часть американской элиты уже хочет каким-то образом уладить конфликт с Российской Федерацией, потому что понимает, что Китай более серьезная угроза, и Китай, с учетом того, как эта страна сейчас будет развиваться, то очень в скором времени может перехватить пальму первенства в мировом лидерстве у Соединенных Штатов Америки. И именно сейчас мы видим, что группа американской элиты сейчас очень активно лоббирует различные санкции, чтобы каким-то образом ослабить
ослабить Китай. И вот, собственно, не заставили себя долго ждать вот такие новости, потому что чипы американские компании, которые занимаются полупроводниками, то им уже теперь строго-настрого запретили продавать все эти технологии и чипы в Китае и китайским компаниям. Администрация США ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий. Еще одно новое правило в санкциях запрещает американским ученым помогать Китаю разрабатывать новые полупроводниковые технологии. Таким образом, мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются сохранить свое технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, процессоров, полупроводников и так далее. И сейчас мы видим, что Китай очень серьезно сокращает вот этот разрыв технологический и очень серьезных добивается успехов. И мы видим вот такую вот неадекватную с точки зрения, опять же, рыночных отношений реакцию. И даже вот в санкции уже попадают такие интересные пункты, что даже ученым американским запрещено хоть каким-то образом работать с Китаем именно в этой сфере. Но это еще не самое интересное. Давайте дальше почитаем, что же наговорили официальные лица Соединенных Штатов. Наши действия помогут укрепить национальную безопасность и интересы США в мировой политике. В то же время дав ясный сигнал, лидерство США в сфере технологий ставит целью не только инновации, но и защиту ценностей Соединенных Штатов Америки, прокомментировал новые санкции заместитель главы американского ведомства Теа Розман Кандлер. И тут прямым текстом говорится, что технологическое лидерство США – это вопрос государственной безопасности и вопрос, опять же, внешней политики Соединенных Штатов Америки, потому что именно технологическим преимуществом Соединенные Штаты Америки давят на другие страны мира, пытаясь затормозить их в развитии и оставаться при этом лидером. Тем более такие санкции четко дают понять, что сейчас ахиллесова пята Соединенных Штатов Америки – это технологии, которые связаны с искусственным интеллектом, потому что именно на основе искусственного интеллекта сейчас Соединенные Штаты Америки просчитывают различные сценарии действия для политиков, и таким образом им удается побеждать во многих отраслях и секторах экономики и даже на полях боевых действий, потому что ни для кого не секрет, что Пентагон использует искусственный интеллект для того, чтобы максимально эффективно система управления войсками функционировала на поле боя. Судя по всему, в разработке различных систем искусственного интеллекта очень серьезно продвинулись как в Китае, так и в России. Поэтому Соединенные Штаты Америки решили на упреждение ударить именно вот таким образом для того, чтобы ограничить технологическое развитие как России, так и Китая. Но тем временем в Украине Зеленского особо ничего не меняется, потому что там очередной волонтер присвоил себе 1,7 миллиона гривен собранной гуманитарной помощи на различные нужды вооруженным силам. И если просто анализировать, опять же, украинское вот это вот волонтерское движение и таких персонажей, как Притула, которые воруют просто сотнями миллионов гривен, то здесь можно сказать, что вот этого бедолагу уличили в том, что он всего лишь 1,7 миллиона гривен украл, хотя, например, Притула украл просто в сотни раз больше. И это говорит о том, что уровень волонтера сейчас у Зеленского определяется суммой конкретно того, сколько он смог украсть, потому что объективно там 1,7 миллиона гривен это не сильно много для офиса президента, даже поделиться по сути нечем. Ну и мы, скорее всего, будем наблюдать практику, что воровать будут больше, естественно, будут больше заносить в офис президента, ну и дальше будут таким образом сидеть на вот этой сверхприбыльной теме обворовывания украинцев. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас всегда гораздо больше интересного можно выложить, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого.